أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Барлық хамды сәна, барлық ұлықлау фақат бір Раббыбыз Аллаха Субханаху ва Тағалаға гына хастыр. Көңіл түрлерінен шыққан салават шарифаларыбыз Пейғамбарыбыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға гына иржса иде. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри ва ахлил ғуqдатан минал лисани ва фқахул қавли. Хөрмәтле туғаннар, хөрмәтле абыйлар, апалар, иншааллах біз сіздің белән башлап җибәрәбез. Һәрбер инде сишәмбе көнне булган вагаз кичәләрен, ул да булсын ахшам намазыннан соң Коръән тәфсире һәм инде ахыргы параны, соңгы җүзне иншааллах укырбыз. Сегодня, дорогие братья и сестры, иншааллах, постараемся с вами изучить и начать курс лекций, в которых мы постараемся с вами раскрыть глубокие смыслы Корана. И возьмем последний джуз Корана, последний пара Корана, который начинается с суры Ан-Наба, то есть весть. На самом деле, перед тем, как начать рассказывать, хочется сказать, что мы все люди и мы все ошибаемся. Без барыбызда хата әхилләре булып торабыз. Хатадан берәү дәгән мәхрум түгел. Тормышыбызда ул яшь чакта укыганда хаталарыбыз булырга мөмкин. Урта яшьтә булганда ниндидер хаталарыбыз булырга мөмкин. Картайгач тагын хаталар кылырга мөмкин без. Һәм дә инде бу хаталар безнең тормышыбызда Аллаһ Тәгаләнең бер газабы түгел, Аллаһ Тәгаләнең бер рәхмәте булып тора. На самом деле, многие думают, что раз мы ошибаемся в жизни, что все, пропасть, нету конца в этом деле. Но если посмотреть под правильным углом, ошибки наши – это не унижение Всевышним Господом нашей жизни, не наоборот. Это помощь Всевышнего Аллаха в нашей жизни. Это лестница, по которой мы можем развиваться и развивать свою душу, свой нрав, свою традицию, свою культуру. И поэтому, альхамдулилля, мы будем ошибаться. Это естественно для каждого из нас. Даже Всевышний Аллах Тааля нас в Коране людей называет аль-инсан, теми людьми, которые ошибаются. Аллах Тааля безне Коръән Кәримдә исемле инсан адам затлары дип. Ягъни инде хата әһелләре һәм бу хатадан без бер кайчандаган мәхрүм була алмыйбыз. Чөнки Җәннәттә генә без хатаны кылмыйбыз. Монда без инде гел шушы хатада булабыз. Һәм дә инде иң зур хаталар, иң зур шундый безнең тормышыбызда булган проблемалар, хөрмәтле абыйлар, хөрмәтле апалар, ул безнең ахират мәсьәләләре белән бәйле. Ахират мәсьәләләре белән бәйле. Яшь башыбызга килә әллә нинди фикерләр. Аллаһ Тәгаләгә ышанабыз да инде менә кыямәттә торып басып булыр микән? Аллаһ Тәгаләнең берлегенә барлыгына ышанабыз да инде менә теге гасырлар буе басып торырбыз микән кыямәт көнендә? Фәрештәләре бар микән, аның шайтаннары бар микән, тояклары бар микән, кыйрыклымалар, мөгезлемалар дип кайгырып йөрибез. Төрле шикләнүләр, төрле шомланулар безнең күңелебезне каплап ала. Һәм дә инде чын барлыкта дагын, хөрмәтле абзыйлар, апалар, аңларга кирәк, бу шикләнү, бу шомлану бөтен кешедә бар. Хәтта ки әллә нинди изге зат булсаң дагын, синең башыңа җин кирип, шайтан кирип, фикереңне инде юкка чыгаралар. Однажды даже Умар, разиаллаху анху, один из ближайших сподвижников пророка, пришел к нему однажды и сказал: «О Расулюллах, о посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, однажды, говорит, мне в голову влезли такие мысли». Он, конечно же, имел в виду мысли о том, что Всевышний Аллах, о его сущности, которую мы, люди, понять просто не можем, и не в наших мозгах заключены такие возможности, посредством которых мы бы объяли Всевышнего Аллаха, потому что объять его невозможно по своей сути. Поэтому Умар спрашивает у пророка: у меня, говорит, такие мысли, говорит, дурные в голове. На что Мухаммад, алейхиссалям, говорит: ты, говорит, плюнь через левое плечо, скажи ля иляха илляллах, и не думай об этих мыслях, старайся отгонять от себя такие дурные мысли. Имеется в виду, мы постоянно будем в чем-то сомневаться. А самые главные сомневающиеся люди – это те люди, которые отвергли пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, когда он, будучи пророком, с Кораном пришел к ним. И как раз об этих людях рассказывается в суре Ан-Наба, весть. Аллах Тааля әйтә: «Амма ятасаалун». Нәрсә турында алар бер-берсеннән сорашалар ди. Всевышний говорит: о чем они друг друга спрашивают? О чем мы друг друга всю жизнь спрашиваем? Когда мы молодые, когда мы детишки, когда у нас убирает какой-то бабушка, дедушка, близкий родственник, собака, кошка, мы приходим к родителям и спрашиваем:
Әти, әни, аңлат әле. Неге біздің көрші әби өліп кетті? Неге менің бабам өліп кетті? Неге біздің пісиебіз, ітібіз өліп кетті деп. Һәм әти, әнилер бик ауыр иттереп бұл сұрауны қаршы алалар. Һәм нәрсе дейлер, улым, сұрамайын сен өлім тұрадына деп. Спрашивая у родственников, зачем приходит смерть, что будет после смерти, многие люди, часто советское воспитание, боятся этого вопроса и говорят, ты что, сумасшедший что ли? Зачем тебе живому человеку спрашивать о смерти, тем более, что будет после смерти? Потом, когда мы уже взрослые, мы мужчины, мы женщины, у нас дети, у нас уже есть имущество некоторое, тогда тоже есть период, который мы боимся, когда товарищей своих теряем. Ниндидер дустың аварияға ілігіп кете, кімніңдір йөрәге тоқтай. Шул вақытта біз 30-40 яшьтә шулай ук икенче мәртәбә үлем турында уйлап куябыз. Үлемнән соң нәрсә булыр дип кайгырып куябыз. Һәм инде дөнья баса диләр бит. Говорится, что дөнья это мир такой, он засосет. Һәм дөнья баскач без онытабыз үлем турында. Һәм галимнәр әйтәләр, 3-нче мәртәбә кайчан син үлем турында уйлыйсың, когда ты 3-й раз думаешь о смерти, это когда ты сам уже взрослый мужчина, ты дедушка, ты бабушка, и ты видишь, что все твои друзья уже ушли, а ты тут один сидишь. Син уже апаларыңны, сеңелләреңне күмдең, кабергә салдың, аталарың, аналарыңны салдың, һәр барчасын. Хәзер син куркасың. Миңа да бит Газраил киләчәк дип. Миңа да килеп төшәчәк бит ул, минем белән дә сөйләшәчәк бит ул. И самое страшное, это вот как раз 3-й период. Я сам еще не дожил, конечно, до такого возраста, но некоторые люди искренне говорят, рассказывают, что это страшно, когда ты всех похоронил, и к тебе приходит ангел, и ты ждешь его днями напролет, неделями, и страшно. Какие-то сомнения могут быть. И поэтому люди, о чем они друг другу расспрашивают, Аллах Та'аля говорит, это, конечно же, аят про мекканцев, которые не поверили в пророка Мухаммада, что в судный день мы предстанем перед Богом, что мы не будем вечно лежать в могилах. Поэтому Аллах Та'аля отвечает, «Анин наба иля азим». Ол кешеләр сөйләшәләр бүйек хәбәр турында. Бүйек хәбәр, великая весть. Нәрсә соң ул бүйек хәбәр? Безнең телефоннарыбызга кесәдә бик еш төрле смслар килә. Бәләкәй хәбәрләр. Сиңа почтадан гәзит, журнал китерәләр, хәбәр китерәләр, телевизор кабызып карыйсың, хәбәр ишетәсең. Көне төрле хәбәрләр ишетәбез. Мы получаем очень много вестей. Мы получаем очень много информации. Ләкин иң бүйек хәбәр нәрсә микән? Но самая большая информация, самая большая весть – это та весть, которая исключительно к тебе предназначена. Ее принесет не почтальон, ее принесет не какой-то друг, товарищ, и это не звонок с смс-кой, это ангел, который придет забирать твою душу. В другом тафсире говорится, что это судный день. Но судный день тоже понятие растяжимое. Кыямат көне ике төрле була шул. Кечкенәсе ул безнең үлем, кече кыямат дип атала. Кайчан без сезнең белән үлеп китәбез. Зур кыямат. Ул кайчан ахыр заман килеп, дөньялар ишелеп төшеп, бер зур бер бәла, бер казага әверелә безнең кеше тормышы. Шуңа дагы Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйтә: «Аллази хум фиһи мухталифун». Кешеләр бу мәсьәләдә төрле фикердәдер ди. Ихтилаф аларның ди. Всевышний говорит, что люди в этом вопросе между собой не имеют четкого мнения. Кто-то думает, что после смерти все, конец. Кто-то думает, что после смерти наоборот, только начало. Кто-то думает, что после смерти будет какой-то сон, а потом, возможно, будем вставать, а возможно, не будем вставать. Без төрле вакытта тәрбияләндек. Кемнедер тәрбияләделәр, үлгәч терелерсең дип. Кемнедер тәрбияләделәр, үлгәч юкка чыгырсың дип. Аны озак тамыздылар. Әбием әйтмешли, 70 ел буе динне юкка чыгаруны 70 ел буе кайтарырга кирәк ди. Шуңа аны тиз генә дәген безнең яшьләребезнең, яшь буыннарыбызның акылларына кертеп булмый шул. Невозможно то, что в свое время атеисты разрушили религиозную систему, как у мусульман, так и у христиан, о том, что будет воскрешение в судный день, восстановить очень быстро. Нужно много поколений, нужно много десятилетий, чтобы мышление у людей поменялось, что не все потеряно после смерти.
Аллах Та'аля говорит: «Келле саялямун». Скоро вы узнаете. Тизден білерсіз дей. Скоро вы узнаете. А что мы узнаем? Мы же думаем, что смерть наша где-то далека, что судный день где-то далек. Мы все нарисовали себе цифры 70, 80, 90 лет. Там, я про молодежь. Мы думаем, что вот так-то проживем. Но никто нам справки на руки не выдавал, да, как говорится, с печатью от Всевышнего Аллаха. Мы сами можем сказать, что да, я долго проживу. Но один Всевышний Аллах знает, проживем ли мы завтра. У Аллаха я сам попал под такую ситуацию. В прошлом 2018 году я рассказывал джумга вагаз в городе Ленинск-Кузнецк. Если кто слышал, такой город есть. Ленинск-Кузнецк, это в Кемеровской области. Я джумга вагаз рассказал и как раз тему смерти поднимал. И самое интересное, то, что после джумга вагаза я уехал к себе в другой город Новокузнецк. Мне перезвонили и сказали: «Хазрат, Багижа Павлюк Киткан». Я говорю: а как? Багижа говорит: джумга намазын оқыды, сүндетлерін оқыды, дұғаларын қылды, шығып кетті, автобусқа отырып, автобуста жығылып түсіп машина берді дейді. Джумга күніне. Я же говорю, никто не знает, когда наш конец. Поэтому Аллах Та'аля говорит второй раз: «Сумма калласа яглямун». Не сомневайтесь, вы обязательно узнаете. Шикләнмәгез, һич шиксез төшенерсез дей. Һич шиксез аңларсыз дей. Аллаһ Тәгаләнең сүзе хак. Бәндәләр әллә нәрсәләр сөйләп йөрергә мөмкин. Без кешеләр әллә нәрсәләр уйлап чыгарырга мөмкин без, ләкин Аллаһ Тәгаләнең сүзе хак. Без аның белән очрашырбыз. Һәм дә инде Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә имансызларга, кыямәттә торып басуга инкар килгән кешеләргә, каршы булган кешеләргә яңа төрле инде үзенең сүзен башлый. Моңынча Аллаһ Тәгалә әйтеп торса, сез шикләнмәгез, булыр, торып басырсыз дип әйтсә, хәзер Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аңлатып китә галәмәтләрне. Галәмәт, то есть Всевышний, после того, как рассказал, что непременно вы будете расспрашивать друг друга о вот этой вести, о судном дне, о воскрешении. Далее рассказывает очень интересные аяты. Аллах Та'аля говорит: «Алям наджалил ардо михада». Әллә без сезгә ди җирне туры, хәерле бер урын иттереп булдырмадыкмы әллә ди. Всевышний говорит: разве мы не сделали землю ложей? То есть ровное и прекрасное место. Аллаһ Тәгалә безгә җирне барлыкка китерде. Шушы җир буйлап йөрер, таралып, эшләп, гомер кылып, шушы дөньяны гизер өчен. Һәм без иман әһелләре булсак, шушы гомеребезне яшәү генә түгел, шушы гомердә Аллаһ Тәгаләнең мөгъҗизаларын эзләргә тиешбез. Все живут. И животные живут, у них инстинкты, они прекрасно живут, они лучше нас живут, они не худые, они не толстые, они в прекрасной форме, у них есть питание, они довольны своей жизнью, и кошки, и собаки, и птицы, и все звери, они живут. И мы живем, люди, но кто из нас обладает разумом? Лишь мы. Акыл ияләре кешеләр генә. Һәм без бу дөньяда ашап, эчеп, йоклар өчен генә түгел, шушы гомеребездә ашап, эчеп, фикерләп, гомер алып барыр өчен килгән затлар. Аллаһ Тәгалә беренче әйтә: сез дип белегез ди, кабердән кубарылу булачак ди. Соңыннан әйтә: җирне туры ди. Нигә? Хайваннар да туры җирдә яши бит. Ләкин алар кыямәт турында бик кайгырып тормыйлар. Без кешеләр, адәм балалары, фаддална алал аламин, безне Аллаһ Тәгалә бөтен хайваннар өстеннән бийек кылды. Җеннәр, фәрештәләр өстеннән бийек кылды. Нигә дисәгез, шушы туры җирне таптап йөргәндә Аллаһ Тәгаләнең турында, барлыгы турында белеп, танып аның берлеген, аңа гыйбадәт кылып яшәр өчен. Аллаһ Тәгалә дәвам иттереп әйтә:
Вәл джибале әутәдәди. Һәм барлыкка китердем тауларны әутәд. И создал, говорит, Всевышний горы колышками. Многие удивляются, спрашивают про этот аят, о смысле горы и смысле тут колышки. Специально до этого вагаза я рассматривал вот строение земной коры. Я думаю, все это слышали, что есть внутреннее ядро, есть внешнее ядро, над ней находится магма, над магмой находится базальтовый слой. И над этим базальтовым слоем находятся моря, океаны и гранитный слой гор. Очень интересно, что базальт, как бы он нам ни казался жестким, крепким материалом, под воздействием гор он проседает. И поэтому, если есть горы сверху, которые мы с вами видим, Урал, Алтай, Гималаи, Непальские горы, всякие горы, которые мы видим, ученые точно доказали при помощи ультразвука, что у гор есть основания внизу. Даже Гималайские горы, которые мы называем Джамалунгма, Эверест, который торчит на высоте 8848 метров, имеет конусообразное начало в виде 150 километров гранита, словно колышко вбитое. И для чего? Для чего? Для того, чтобы тектоническое движение плит регулировать. Мы это регулировать не можем. Это регулирует внутренние процессы Земли. Магма, там, ядро внутреннее, ядро внешнее. И при определенных температурах все это двигается. Біз анда утынырғатмайбыз, біз аны қыздырмайбыз, біз аны регулировать алмайбыз. Ләкин Алла субханаху ва тағала біздің көзіміз көрмей тұрған, біздің құлақларымыз ишетмей тұрған рәвіште шушы жерні ерте, жергіл жүруде. Әйленіп кіна тұру түгіл, жер міне туфрақ өзі ери. Һәм менә шушы тауларны Аллаһ Тәгалә әүтәдә ди, менде шоқып қойдым дейді, тұтып тұрсыннар үшін. Шуңа дағын бұл мұғжизат. Бүгінгі күнде мұны дин ғалимлері түгіл, мұны фән ғалимлері дәлелләр мұны мұғжизат деп. Аллаһ Тәгалә дәвам итә. Ва халақнакум азважа, һәм мин барлыкка китердем сезне ир белән хатын буларак ди. Парлап ди. И Всевышний говорит, что создал нас парами. На самом деле мы прекрасно знаем, что одному жить очень скучно. Чего стоит только Адам, который жил в раю. Да? Адам, алейхиссалям, дженнетте тұрған, тегінде барып тұртылы, мында барып тұртылы, ну хатын болмаш, қызығы жоқ бі дженнетте деген. Һәм Аллаһ Тәгалә аңа қабырғасынан ясап бирә кемне? Хатыны Хавваны. И Всевышний прекрасно понимает, что единым может быть только Господь. А любое существо, которое кроме Всевышнего Аллаха, ему всегда нужен какой-то помощник. Женщине нужен мужчина, который будет помогать. Мужчине также нужна женщина, как бы не считали мужчины, что могут отдельно жить. Мы есть единые целые. И лишь один Всевышний Аллах, Он ахад, единственен. Бір Аллах Тәгалә үзе ялгыз гына. Кешеләр булсын, бөҗәкләр булсын, кошлар, балыклар, җәмәгать, һәрбер инде жан иясенә булырга кирәк, парлап инде. Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля әйтеп китә: "Ваҗ'ална наумакум субата", һәм без барлыкка китердек сезгә сезнең йокыларыгызны субата, ял буларак. И создали мы для вас ваши сны, ваши ночевки, как отдых. Берәү дәгән җәмәгать бер туктаусыз эшли алмый. Батарейканы һәр вакытта да подзаряжайтып торырга кирәк. Һәм Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля бер ул фақат ия шушындый сыйфатка әл-хайю әл-кайюм. Аллаһ Тәгалә мәңге исән һәм әл-кайюм. Ул бер нәрсәгә мохтаҗ түгел, иллә дә мәгәр бөтен нәрсә Аллаһ Тәгаләгә генә мохтаҗ. И один Всевышний является тем существом, которое ни в чем не нуждается, но зато весь мир нуждается во Всевышнем Аллахе. И поэтому мы, люди, мы устаем. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля создал для нас такую систему, при которой мы можем отдохнуть. Это называется сон. Сон – это ни'мат Аллаха, это подарок, это дар Всевышнего Аллаха. Потому что некоторые люди, которые не могут заснуть, лишь в эти моменты
начинают понимать ценность сна. Как мы должны кушать, как мы должны пить, так же мы должны и спать. И у каждой вещи есть свой норматив. Если человек не будет спать 2-3 суток, и если у него изменится цикл восприятия дня и ночи, в течение недели он сойдет с ума. И если это все продолжится, в течение 2 недель он может умереть. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что создал сон для нас как субата, как отдых. Слово субата – это похоже на русское слово суббота, да? Почему? Потому что в субботу мы все любим отдыхать. Идем дальше. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ваджа'альна лейля либаса», и мы создали ночь как одежда, как покрывало. Хам хаклыкта без барлыкка китердик, төнне сезгә каплап алып отырган бер кием буларак. И сейчас вы можете посмотреть на окна и увидеть, что сейчас темно. Почему? Потому что когда мы закрываемся покрывалом, становится темно. Есть день. Для чего? Для того, чтобы мы жили. Есть ночь для того, чтобы мы отдыхали. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля в следующем аяте продолжает и говорит: «Уаджа'альна нахара ма'аша», и создали для вас день, чтобы вы жили и самым наилучшим образом использовали эту жизнь. Ма'аш – это существование, это жизнь. Во всех пониманиях этого слова. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля в 11 и в 10 аяте нас, людей, призывает к тому, чтобы мы жили по расписанию. Ночь для отдыха, день для работы. Есть, конечно, те люди, которые говорят: я сова, я должен ночью работать и днем отдыхать. Это будет противоестественно. Если, конечно же, твоя профессия этого не требует. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля призывает всех нас к тому, чтобы мы следовали тому порядку, который Он установил в мироздании. Аллах Тааля бу дөньяда барлыкка китергән дөнья тәртибен без кабул итеп алырга тиешбез. Әгәр без үзебезне акыллырак, безнең фикеребез дөресрәк дип Аллах Таалагә каршы чыгып, дөньяда куйган Аллах Тааляның кауният кагыйдәләрен үзгәртергә телибез икән, бер кайчан да җиңә алмыйбыз. Без фақат без генә. Чөнки бу якта без үзебез булсак, теге якта Аллаһ Субханаху ва Тааля. Аллаһ Тааляны берәү дә җиңә алмый. Дәвам итәбез. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, һәм барлыкка китердек без сезнең өстегездә 7 кат булган күкне ди. Шидада ул да булсын каты. И Всевышний говорит, что создал над нами, над людьми, над живыми существами 7 твердынь. Менә монда инде җәмәгать күп сөйләргә була. Беренчедән, 7 кат күк ул безнең атмосфера, стратосфераларны бүләргә була. Бу бер фикер. Икенче кат күк, икенче мәсьәлә ул кайчан Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, барды бу галәмдә 7 күк ди. Беренче күк ди ул кайсысында сез адам балалары, кешеләр, хайваннар яшисез ди. Һәм инде Пәйгамбәрбез алейхиссаламнан сораганнар, ул күкнең микъдары никадәр зурмы ул, кечкенәме ул дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, менә ди сезнең кулыгызда, бармакларыгызда бармы берәр дип алтын балдакмы, берәр балдак бармы ди? Бар ди. Менә шушы балдакны ди шүлгә ыргытсаң, менә исегездә калдырыгыз шушы микъдарын чагыштырмасын. Менә шушы шүлгә ыргытасың икән ди. Менә бу безнең беренче галәм, беренче кат күк, икенче кат күк эчендә булган кебек ди. Пропорции такие. Пророк алейхиссалям сказал, что мир состоит, который Аллах Та'аля создал, из 7 частей, из 7 небес. И каждое небо меньше другого, словно колечко, брошенное в пустыню. Вот весь мир, который мы с вами видим, это сколько? Вот 150 миллионов лет, говоря солнечным светом. На 150 миллионов лет мы видим вот Солнце, оно находится далеко от нас так. И вот это все называется первое небо, беренче кат күк. И если все это небо взять в одно колечко и бросить в другое, которое будет словно пустыня огромная, то это будет размер второго неба. То есть и каждый раз вот это будет увеличиваться пропорциональным образом. И между каждыми небесами стоят ангелы, которые закрывают этот вход, чтобы никто там лишний не ходил. Аллах Та'аля дәвам иттереп әйтеп китә: «Ваджа'альна сираджа ваххаджа», һәм мин сезнең
үстігізді де бұлдардам да сирадж, ол да болсын яқтыртып тұра тұрған лампаны дей. Уахаджа, қайсысы қыздырып та тұрашақ, қайсысы нурда беріп тұрашақ. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит, что создал светильник, светило над нами, который уахаджа, который дает два эффекта. Во-первых, оно освещает этот мир, во-вторых, оно что делает? Согревает этот мир. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля, Он тот, который позаботился о людях, пожалел людей. И самым наилучшим образом Он контролирует. Представьте себе, что весь этот мир, вся эта вселенная создана по принципу круга. Планеты круглые, Солнце круглое, движение идет по кругу. Даже если мы посмотрим хадисы, аяты, то поймем, что небеса тоже, они будут округлой форме. И тем самым мы понимаем, что как раз в круге Аллах Субханаху ва Тааля прячет саму суть энергии. Как раз вот эта сама суть энергии, которая говорится уахаджа, которая и дает свет, и греет. Если постоянно будет круг на одном месте, то он согреет только одну сторону. То есть, если Земля не будет крутиться, если она не будет в круге, то не получит бараката. И поэтому мы должны с вами понимать, что любая вещь требует от нас постоянного движения, потому что круг, он не имеет конца. Он постоянно в движении. И также и мы, чтобы получить хоть какое-то довольствие Всевышнего Аллаха, мы не должны сделать одно большое дело. Мы должны постоянно что-то делать. Хоть маленькое, но постоянно что-то делать. Даже у пророка, алейхиссалям, спросили, что самое лучшее дело, на что он ответил, говорит, адвамухава инкалля. Даже если вы будете делать маленькие дела, делайте их постоянно. Принцип круга. Без остановки, постоянно мы должны чем-то заниматься. Поэтому оно будет и греть, и освещать нашу жизнь. И мы будем не спосылать к вам, о люди, на ваши земли, миналь муасират, с небес, с туч, ма'ан саджаджа, воду, которая будет литься много и много раз. То есть она будет литься очень много. И поэтому Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля постоянно в Коране нам напоминает, чтобы мы помнили, что если вода есть жизнь, то дающий воду – это Аллах. Сегодня для нас, которые живут в России, в ее европейской части, вода – это ничего удивительного из себя не представляющее вещество. Хотя для арабов в пустыне вода – это чудо, это ни'мат великий. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля особенно выделяет вот эту воду. Если для нас этот аят не является чем-то удивительным, поразительным, то для арабов, которые жили 1500 лет назад в пустыне, это слова о чуде. Я никого вот так не смог заинтересовать про эту воду. А если я скажу, что из небес будут деньги литься, все заинтересуются, потому что у нас тут как-то к воде все привыкли, а вот тому, чтобы из небес деньги капали, никто не привык. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля делает особое ударение на этом вопросе и говорит, что воды будут литься, потому что Аллах Субханаху ва Тааля любит людей и любит всех живых существ. Говорится в одном из изречений, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, Пейгамбарыбыз алейхиссалям айтқан, Аллахы Тағала дей, bu дүнияға жан иелері шүкір иткен себеплігіне береді суны. Яңғырларды яудырады. Әгер кішілер шүкір итмәсәләр, Аллахы Тағала яңғырны яудыра хайванлардың шүкірі себеплі. Пророк алейхиссалям говорит, что если люди не будут благодарить Всевышнего Аллаха за то, что им Аллах Тааля дарует в этой жизни, а что Он нам Аллах Тааля дарует? Все, что мы видим, все, что мы питаемся, даже каждое наше биение сердца, это ни'мат Аллаха, это дар Всевышнего. Если мы не будем благодарить, все равно же дождь идет, и мы удивляемся, а почему? Пророк алейхиссалям в своем хадисе говорит, потому что, говорит, если не вы, то животные, у них есть право, у них есть хак, потому что они благодарят, и это право Аллаха Тааля никогда не оставит. Мы люди, мы высокомерные.
Мы всегда недовольны Всевышним Аллахом, мы недовольны людьми, мы недовольны женой, мы недовольны детьми, мы недовольны работой, мы всем недовольны. У нас ко всем претензии. Но у животных, альхамдулилля, у них есть самое минимальное, это благодарность Всевышнего Аллаху. И поэтому Аллах Та'аля, вот хайван хака, право животных никогда не оставляет, поэтому отправляет в воду хотя бы из-за этих существ. Аллах Та'аля давам иттереп әйтә: «Линухриджа бихи хабба ва набата». Һәм шушы яңгырлар сәбәпле ди, җирдән сезгә Аллаһ Та'аля хаббан, төрле бөртекләрне чыгара, ва набата, һәм төрле үсентәләрне бирә. И Всевышний продолжает говорить, что по причине того, что вот эти дожди приходят на эту землю, из земли Он выращивает прекрасные растения. Он дает всякие зерна, и Он дает всякие пропитания из растительной пищи. Ради чего? Опять же, если люди не будут благодарны, то хотя бы, чтобы жили животные, потому что это их право. Аллах Та'аля никого не ущемляет в этих правах. «Уаджаннатин альфафа». Хам тулы бакчаларны Ул сезгә бирә. И Всевышний продолжает говорить, что из-за этих дождей, из-за этого ни'мата Всевышнего Аллаха, Аллах Та'аля наполняет ваши сады прекрасными, полными плодов, деревьями, кустами и всякими растениями. То есть Аллах Та'аля, представьте себе, Всевышний Творец, это настолько удивительное существо, Всевышний Аллах, сколько бы мы его не обижали, сколько бы мы Аллах Субханаху ва Та'аля люди не ругали, сколько бы не молились, не постились, о нем не забывали, Он все равно нас не забудет. Даже пророк Мухаммад, алейхиссалям, сказал, что милость Всевышнего Аллаха, Его прощение, Его любовь к нам настолько сильна, что если даже, говорит, женщина перестанет любить своего ребенка, то Аллах Та'аля, говорит, никогда не перестанет любить свои создания. И это основывается на одном интересном рассказе, что однажды пророк Мухаммад, алейхиссалям, проходил со своими сахабами рядом с рынком. И одна женщина так взяла на руки своего ребенка и очень сильно так лелеяла его, очень сильно его любила, на что пророк Мухаммад, алейхиссалям, остановился и сказал своим сподвижникам: как вы думаете, Аллах Та'аля, как вы думаете, эта женщина готова отказаться от своего ребенка? И сахабы сказали: нет, как она, говорит, откажется, это же ее любимое чадо, она, говорит, любит его всей душой. На что пророк, алейхиссалям, привел такую аллегорию, такое сравнение и сказал, что Аллах Та'аля больше любит вас, всех людей, всех вместе взятых, чем эта женщина своего ребенка. И как эта женщина готова простить все ошибки своего чада, то Всевышний Аллах Та'аля еще больше готов все простить нам, людям. Но при этом мы все равно тагин, мы переходим границы. Без киртелерден чыгабыз, без чиктен узабыз. Ләкин Аллах Та'аля безне барбыр ташламый. Бер кайчан да ташламый, җәмәгать. Исегездә калдырабыз, Аллах Та'аля безне һәр вакытта да ар-рахим, үз рәхмәте белән саклап торачак. Дәвам итәбез. Инна яумал фасли кана миқата. Һәм хаклыкта дагын сез кешеләр Аллах каршында басырсыз фасыл көнне. Фасыл көне – день развлечения. У судного дня очень много названий. Фасыл – это вот если татар тілінде сөйлесек, ел фасыллары бар. Яз, кыш, көз, жай, то есть разные времена года. Но почему Аллах Та'аля применил слово фасыль? С арабского языка это можно перевести как класс. Разделение на какие-то группы, на первый, второй, третий, четвертый. По одной простой причине, что в судный день мы разделимся. Разделимся на кого? Мы разделимся на тех людей, на те группы, за которыми мы старались в нашей жизни следовать. Пророк, алейхиссалям, говорит, что «Уаби имамихим» вы встанете перед Всевышним Аллахом и пойдете в судный день за своими руководителями. Слово «имам» это также как руководитель переводится. Затем, кого ты верил, кого ты любил, уважал, и за кем ты готов пойти до конца своих жизней. Это не обязательно Всевышний Бог, Аллах, как бы мы его ни называли. Часто это просто какие-то люди. Часто это какие-то звезды, за которыми мы готовы многие свои дела, свою жизнь, свое мироздание изменить. Представьте себе, есть люди, которые готовы продать душу дьяволу,
чтобы встретиться со своим любимым телевизионным актером. Есть девушки, которые готовы испортить всю свою женскую жизнь ради того, чтобы встретиться со своим любимым певцом. Также и мужчины. Многие готовы пойти на крайний поступок лишь ради одной встречи, лишь ради одного мига. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что «Яумуль фасль» – в этот день вы со своими кумирами и пойдете. Кто с ума сходил и любил от искренней души товарища Ленина и видел лишь в нем пророка правды и истины, пойдет с нашим товарищем Лениным в судный день с шеренгой, как товарищ Ленин обычно любил, с шеренгой пойдет. Кто любил своего певца, актера, пойдет со своим актером. А кто любил пророка Мухаммада, алейхиссалям, и признавал его как истинного человека, за которым можно беспрекословно следовать, пойдет за пророком Мухаммадом, алейхиссалям. И все остальные люди, которые любили, чтили и уважали своих пророков, пойдут за своими пророками. И Аллах Та'аля говорит, «Кана миқата», этот день уже предписан. Этот день уже предписан. Но когда он предписан, никто не знает, кроме самого Всевышнего Аллаха. Biz bilamiz, qiyomat kuni juma kuni bo'ladi. Biz bilamiz, Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni oldindan turli alamatlar ko'rsatadi. Lekin qo'yshan nishik, nindi ravishda biz bu masalada bir necha ma'lumotga ega bo'libizdir. Alloh taolo davom ettirib aytadi: "Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja." Ul kunni deydi, farishta deydi, Isrofil farishtasi surga o'rir deydi. Ham siz afvaja, turkum ketirsiz жиылыш o'rnina. Всевышний Аллах говорит, что в этот день архангел Исрафил дунет в рог, после глаза которого все люди толпами пойдут на место сбора. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimdagi buyrug'larda aytadi: "Sen ko'rasan qiyomat kunida sening do'stlaring, qardoshlaring, dushmanlaring turib bosalar sen bilan birga mahshar maydoniga boradi. Hammalar qarab tursa isirlar kim borlar deydi. Va ma hum bisukara. Hammalar isir tug'il deydi. Bu deb qo'rquvdan chiqqan hislar. В Коране говорится, что люди толпами пойдут. И эти толпы будут нагие, они будут без одежды. И мужчины, и женщины. Все пойдут отвечать перед Всевышним Аллахом. Они будут шататься из стороны в сторону, словно пьяные. Но Аллах говорит, что это не пьяные, а люди, обезумевшие от страха. Представьте себе, джамаат, что вас вытащили из-под земли. Как бы вы в это не старались верить, вопреки всему, всем обещаниям, которые люди вам говорили, что умрешь, все, ничего не будет. Нет. И тут ты понимаешь, оказывается, все потерял. Ты же всю свою сознательную жизнь искренне верил лишь в одну вещь, что живи как хочешь, бери от жизни все, Бога нет, судного дня нет, все обойдется. Живи как хочешь. А тут ты встаешь из земли, из-под земли, и оказывается, и Бог есть, Аллах Та'аля баракат, оказывается, и судный день есть, оказывается, и грех настоящий, и саваб настоящий, благодеяние настоящее, и мизан судный день, мы все будем абсолютно реально отвечать. И поэтому у человека животный страх. Животный страх. Как собака, помните, которую, если ее привести в такое состояние, в котором она готова укусить любого, палочки, аргала, если ее тыкать, какое состояние у собаки? Животный страх. Главное выжить. И вот этот человек тоже будет в таком состоянии. Какой человек? Тут не про верующих говорится. Тут говорится про тех, которые отрицали то, что мы будем вставать из своих моментов. А это крайне важно, чтобы мы знали и понимали, что
не только достаточно верить, что Аллах Та'аля бар, что Он бер, нет. Во многих местах Аллах Та'аля в Коране говорит: «Аманту билляхи», уверовал во Всевышнего Аллаха, «Вабильюмил ахири», и в то, что Он будет вставать перед Всевышним Аллахом и отвечать судный день. Мало где рассказывается, что настолько важна вера в ангелов, настолько важна вера в книги и вот других. Они важны, безусловно, но в Коране везде говорится, кто уверовал в Аллаха и в судный день. Это два главнейших пункта. Почему? Потому что в пророков и так можно уверовать. Эти люди реально не жили. В книги уверовать несложно, их много. Читать, понять. И в ангелов можно уверовать, потому что много чудесных моментов происходит. Чувствую, что как-то ангелы вмешиваются. И в судьбу можно поверить. Почему? Потому что часто ты видишь, что тебя какой-то человек обманул, но потом сама судьба восстановила вот этот порядок. А вот то, что в судный день не будет вставать, мертвые наши тела будут из-под земли вставать, в это поверить крайне сложно. Доходило до того, что противники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, пейгамбаримиздин душманлары, Мәкке мөшрикләре, аны қолына тотып барды зиратта. Сен де Мухаммадты сөйләп йөрисең, Аллаһка Тәгаләгә иман китерә кирәк, кыямәт көненә шакыра кирәк. Без бит тик тоже Аллаһка ышанабыз ди. Сен бит жаңа дин сөйләп йөрисең ди. Но бит менә безнең бабайлар, әниләр элек-электән ышандылар, Аллаһ Тәгалә бар. Аның менә дуслары, кардәшләре бар. Аның менә бу теге төрле кызлары бар, аның малайы бар дип. Но бит әби бабалар безгә сөйләмәде ди. Кеше җирдән кире кубарлык басачак булмады ди мәгълүмат. То есть мекканцы верили во Всевышнего Аллаха как главного Бога. И также верили в 360, 370, под 400 богов, которые являются помощниками, дочерями, ну там целая Санта-Барбара из божеств. Но они не верили в судный день. Они думали, что умер и все. И поэтому они привели его на кладбище. Зиратом киделер, а вы сами знаете, земли нету, тут проплывало. Быстренько из-под песка выкопали кости и прямо перед пророком Мухаммадом начали их ломать, превращая в труху и говорят: вот это пыль, бля, шушак Музан. Киямат даже посадись ему. Ты что тут ходишь, где обманешь? Ты говоришь, вот эти пылинки встанут перед Всевышним Аллахом в судный день. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля в Коране во многих местах рассказывает очень прекрасные сравнения, аналогии, чтобы мы поняли, что не просто Аллах Тааля восстановит, а восстановит таким образом, который мы с вами понять не в состоянии. Настолько интересный момент я вам сейчас расскажу, что даже пророк Ибрахим, пророк Авраам, Ибрахим пейгамбер, однажды взмолился и попросил у Аллаха: «О Аллах, говорит, я, говорит, хочу узнать, как ты мертвые существа заново оживляешь. Ничек сен, мейн туган еврейлерни киритиргизесиң, аңлата бер». Аллах Тааля в Коране отвечает: «Әллә сен иман китермәдеңме миңа? Ты разве не уверовал в меня? Тебе недостаточно этого?» На что Ибрахим говорит ему: «Я Раббул Аламин, иман китердим дей, ләкин миңа кирәк дей, күңелемә нахатырга». То есть даже у больших людей, у серьезных персонажей Корана появляется сомнение. На что Аллах Тааля ему говорит: «Сен дей дүрт кошны алдый, шушы кошларны шалдый, бәләкәй кисәкләргә бүлеп куй, һәм шушы кошларны әмәтегендә тауларга төрлесен төрле якка будап таратып куй». Разные кусочки порежь, вот эти маленькие птички, ласточки всякие. Размешай вот эти кусочки с птиц и поставь их на разные горки, на далеком расстоянии друг от друга. Потом возвращайся на то место, где ты их резал, и попроси у Аллаха: «О Аллах, верни их». И Аллах Тааля возвращает ему этих птиц, как будто их никто и не резал, как будто они не умирали. Каким образом, при помощи чего, не наше дело. Безнең эш түгел. Без Аллаһны тора алмыйбыз.
Biz kişilerinin akıllarımız şu kadar zayıf cemaat, bizge bu evrenler я говорю, мы иногда понять не можем не то, что как Аллах Та'аля восстанавливает мертвые существа. Иногда у нас на улице, да, в городе могут покрасить, например, скамейку и написать: не трогайте. Мы все равно берем и пальчиком тыкаем. То есть наш разум такой, да, мы не можем уверить, нам надо обязательно тыкать. Да, как говорится, татар отпущал шамали. И тут то же самое, мы хотим понять, как, каким, зачем тебе это понимать. Вот у меня есть телефон, но я не знаю, как у него все это внутри работает. Для меня это аппарат, который работает. Зачем мне это все понимать? Много вещей, которые мне вообще не нужно понимать. Не надо мне забивать голову. Тем более, как Аллах Та'аля восстанавливает те существа, которые уже умерли. Аллах Та'аля وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Hem kıyamet gününde görürsünüz, siz kublerden kapkalar açılırdı. Увидите вы, о люди, что в судный день небеса развернутся, и там появится эбуэбе, врата. Наша проблема, мы всегда делаем аналогию с нашими вратами и представляем, что небеса там бьют грозы и что-то подобие врат. Нет, даже не пытайтесь представить себе, потому что это совсем по-другому будет. Аллах Та'аля, если говорит, что откроются врата, это не те врата, которые мы у себя в гараже, в сарае открываем. Это совсем иные и совсем другие по своей структуре, но похожие по значению термины. И надо понять, что перед судным днем, когда уже все люди предстанут, Аллах Та'аля откроет врата для чего? Чтобы ангелы пришли. А ангелы с собой притащат ад. Как говорится, он будет как большой казан, горячий казан, настолько жаркий, что за 70 тысяч лет, так далеко расстояние, он будет сжечь лица своим жаром. Настолько страшен будет это огонь. И самое интересное, тут же, также ученые ислама объясняют, что врата имеется в виду собой, откроются видения людей ангелами. И ангелы, и люди увидят ангелов, и люди увидят джиннов. Сегодня мы не видим ни ангелов, ни джиннов. Мы видим друг друга и животных, и все. А вот когда вот эти врата откроются, портал откроется, у людей появится зрение тех существ, тех организмов, которые мы никогда не видели. Ангелы и джинны. Мы их тогда увидим, только в судный день. Пока мы живы, их увидеть нереально. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. И в судный день, когда вот этот процесс начнется, Аллах Та'аля говорит: «Суйират», будут шататься, словно плавать аль-джибаль, горы. فَكَانَتْ سَرَابًا. И они станут малевыми. Kıyamet gününde değil, tağlar şu kadar bir hareketlenir ki akkan kırık bulurlar. Hem de tuzdan götürür. У нас всегда вопрос. Нас, людей, очень много. Сегодня 7 миллиардов людей. Если ученые говорят, что за всю историю человечества в мире прожило 50 миллиардов людей, а это очень много на самом деле, это крайне много. И всех этих людей, если мы захотим собрать на какой-то площадке в судный день, то мы не найдем настолько ровного идеального места. Все спрашивают. Представьте себе, на одного человека нужен 1 квадратный метр. Если 50 миллиардов людей только сегодня живут. Это какой кусочек земли, какой кусочек суши нам нужен, чтобы разместить столько количества людей. Мұның қадар кішіні сыйдырып бітірген не жер керек? Ол жер бар. Ол жер жаңағы махшар майданы деп аталады. Это место называется судилище. Пайда Аллах Та'аля қияматтан бар. И каким образом она образуется? Землетрясение выравнивает всю структуру земли. Весь рельеф станет ровным. Аллах Та'аля в Коране говорит: «Кал'ихнил манфуш». Да, слышали, наверное, этот аят, который говорится, что земля будет создана прекрасным одеялом. Ровное такое, будто жемловелка. Такое ровное, прекрасное место. И вот это землетрясение, вот эти все потрясения, которые начнутся в Ахазамане, они выровняют площадку, которой, представьте себе, вот это уже можно представить, стекаются толпы. Толпы. Не миллионов, а миллиардов людей, которые идут.
шатаются в сторону, и они идут, а их не кончается. Это не китайцы со своим миллиардом. Это десятки миллиардов людей, которые идут. И идут, не подпевая, тогда все будет хорошо, все со страхами. У всех страх, все дрожат, всем страшно. И они идут ради того, чтобы ответить перед Всевышним Аллахом. И Аллах Та'аля говорит: «Инна джаханнама канат мирсада», и поистине джаханнам, ад, мирсада. Это засада. Представьте себе засаду. Что такое засада? Вот, например, охотники у нас где-то сидит, кто на олене, на лосине находится, знает, сидит засада, двое-трое там с ружьем, а сзади справа слева гонят животные, чтобы идеально правильно он попал в это место. И ад также является засадой для каждого из нас. Почему? Потому что мы родились, ад нас ждет с удовольствием, он с радостью готов принять каждого. И нас справа, слева толкает всякого рода жулью в виде шайтанов из людей и джиннов. Біз шушы жаһаннам шыбырлап шунда мәңгі қыздық пішсік үшін бізді түрлі жақтан түртіп тұра шықты. Әдәми шайтандар да, жин шайтандар да барсыдан бекіледі. Шушы біздің ұт шақырды ташлар. И поэтому, если мы поймем, что мы идем по неправильному пути, мы должны сойти с этих рельсов. Потому что это билет в один конец, который называется адская гиена. Аллах Та'аля знает узы сапасы. «Лиддағина ма'аба». Хақлықта да бұл кішілердей туғиян қылдар. Туғиян шиктен ұстыларды. Ма'аба бик қалды шиктен ұстыларды. Поистине эти люди вышли за все рамки приличия. То есть рамки приличия перед Всевышним Аллахом, то есть они отвергли его посланников, его ангелов, его книг, они все. Они уже стали полностью преступниками, не только перед людьми, а также перед Всевышним Аллахом. Аллах продолжает: «Лябисина фиха ахтаба». И за то, что они не поверили во Всевышнего Аллаха, не поставили вот эти законы Божьи вперед и не следовали им по мере своих возможностей, и отказались от веры. Аллах Та'аля иманны қалдырдылар, ғибадатты қалдырдылар, бірлігін қаламайлар, кішілер білен дұшманлашып өттілер, күн нашарлық қылалар. Аллах Та'аля сөйлейді: «Лябисина фиха ахтаба». Біз аларды мәңгілікке ташлаймыз жаһаннам. Ахқаба, білем, опять же сұрау. Ахқаба, хуқаба деген сөз ғараб тілінде ол ғасырдық тәржіме етілді. Бұл ғасырдың аты енді век деп етілген. Векті ғасырда векті ғарабтарда да 100 жыл болмаған олай. Хуқаба деген сөз ол 70 жыл деп тәржіме етілді. Яғни ұтқа ташлар 70 жылда. Шул уақытта кімді сұраған, бір сахабадан неше енді 70 жылдан ташлар міне деп ұтқа. Әбу Сахаба еткен, бізге пейғамбар үйреткен еді, шул 70 жылдың бір күні 1000 жыл өтті. Хуқба, то есть навечно в ад, Аллах Та'аля говорит, сбросит вот этих людей, которые перешли все границы, не уверовали во Всевышнего, отправит их в хукба. Хукба – это название периода времени. По мнению арабов того времени, это период из 70 лет. Но проблема в том, что 70 лет имеют другую шкалу понимания, нежели как у людей, как у нас. Почему? Потому что один день из этих 70 лет является аль-фасана, 1000 лет в Коране, это объясняется. То есть это гигантская цифра. А ахкаба имеется в виду много хукба, много вот этих периодов. То есть если один период длится около 7 миллионов лет, то этих таких миллионов будут десятки, а порой даже сотни. А некоторые ученые, ссылаясь на аяты Корана, говорят, что это вообще вечно. Один Аллах знает. Вечно, не вечно, но тот, кто отрицает единство Всевышнего Аллаха, его сущность, его судный день, безусловно, пострадает самым наихудшим образом. Аллах Та'аляны инкар еткенкішлер, хищексіз
ең ауыр азапқа душар болуға. Енді шушы тәфсирдің дәуамын иншаллах біз енді сіздің білен 23-ші аятта қалдық. Дәуамын иншаллах екінші сейшанбы күні укырбыз. Иншаллах продолжение этих прекрасных аятов мы с вами продолжим в следующий вторник также после акшам намаза. Иншаллах, на этом мы можем остановиться. Мы прошли 23 аята. Они очень глубокие по смыслу, потому что почему я решил сказать, потому что продолжение уже будет чуть-чуть на другую тематику. Уже будет рассказываться состояние ада и рая, каким образом они друг от друга отличаются и какая есть там специфика. Иншаллах, в следующий вторник мы обсудим вот эти аяты.